Такого в Театре оперы и балета еще не было. 26-й международный оперный фестиваль имени Максима Дормидонтовича Михайлова соберет в этот раз больше 600 артистов из разных театров страны. Организаторы обещают много ярких и громких премьер. Подробно о том, что ждет зрителей, они рассказали на пресс-конференции. Выступления солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского музыкального, Геликон оперы и, конечно, Большого театра уже стало доброй традицией на оперном фестивале в Чебоксарах. Мизансцены чебоксарских постановок «Отелло» и «Кармен» они вот уже второй месяц учат по видеозаписям. Все очень тщательно, очень ответственно готовятся, чтобы все-таки спектакль у нас оставался. Не просто приехали антрепризы, там кто... на что гораздо, да, кто как чувствует, а чтобы все-таки у нас была та глубина и та идея, и то направление, которое заложено именно в драматургии режиссером, постановщиком данной оперы, данного спектакля. В этот раз премьерный спектакль решили вынести за рамки фестиваля. Буквально недавно в театре показали обновленную «Золушку» Прокофьева. Откроется Михайловский фестиваль оперы Верди «Отелло». Ее премьера состоялась 3 года назад. Над оформлением спектакля трудился Валентин Федоров. Такой стилизованный историзм с точки зрения эстетики спектакля. Но главное на сцене – это не просто, скажем, некий антураж, который окружает, а главное – то, что есть страсти. Эти страсти оформляются в узлы, поднимающиеся, опускающиеся паруса, реи. В «Отелло» обещают настоящий звездный состав ведущих оперных солистов страны. Александр Краснов, драматический баритон, вообще сейчас это голос достаточно редко встречается вот в тех красках, в том объеме, которыми обладает Александр Краснов. И Александр Краснов будет у нас выступать в опере «Отелло» в партии «Ягу». Кроме того, со своими спектаклями в Чебоксары приедут сразу 3 театра. Ни одна из постановок ни разу не шла на чебоксарской сцене. Марийцы привезут «Любовь к 3 апельсинам» Прокофьева. Удмурты покажут оперу «Турандот» Пуччини. А нижегородцы – мюзикл о жизни Коко Шанель. Кстати, костюмы к этому спектаклю готовил чебоксарский модельер Игорь Додиани. Тема, которая поднимается в этом спектакле, неважно от времени. Это очень интересно, это очень актуально, потому что из никто, из никого человек сделал себя вершиной, можно здесь говорить о бизнесе, о славе, об успехе и так далее. Также театр решил не нарушать новую традицию – выезжать в районы республики, чтобы быть еще ближе к зрителям. Мне приятно в этом фестивале то, что мы впервые, наш театр едет в Ибресе и выступает там с концертом. Я сам из Ибрес, для меня это родина. И хотелось бы, чтобы не только с концертом, но и показать какой-нибудь спектакль как-нибудь, если будет такая возможность. Конечно, это связано с деньгами, с переездом, но тем не менее, думаю, что это хорошая такая идея ознакомления. Мы ездили и в Шумерлю, и в Бурнар, и вот, наконец, очередь дошла до Ибресь. Откроется Михайловский фестиваль 24 ноября, а гала-концерт пройдет 4 декабря. На нем выступят гости из Сербии, Грузии, Москвы и Ижевска. Ирина Ромадова, Александр Яковлев, Вести, Чебоксары.